Всем привет! Ребят, сегодня вырываюсь на рыбалку. На такую интересную рыбалку, ребятки, хочу опять попробовать половить харюза. У нас уже 13 число. Кстати, пятница, ребят, несчастливый денечек. Не знаю, как будет для меня. Ну, как-то так, ребятки. Сейчас в данный момент захожу. В прошлый раз с Григорьевичем мы эту дорогу проезжали еще на машине, на Ниве. А сейчас уже все, вот дорога упала. Сейчас вот 66-е такие вот батыры, они вот лес вывозят. Но только на них, как бы, ребят. Ну все, вот сейчас топать мне около 6-5 километров до реки, наверное. Не знаю, как река, как она открылась, не открылась, потому что речка лесная, перекатистая. Возможно, где-то уже открыто. Да невозможно 100% открыто, потому что везде бегут ручьи. Не знаю, как по ямам будет. Так что рванул, короче, посмотреть. Ну, уже начинаются приключения у меня. Взял сейчас экшн-камеру попробовать. В итоге, имея маленького ребенка, дочь, проказницу, как-то она включила мне камеру. И, короче, ребятки, зарядки у меня нету. Все, низкий заряд батареи, вот он пишет. Все, выключается. По дороге где-то потерял уже чехлы для ножей. Короче, ребят, как-то так. Решил тормознуть. Вот здесь такие бугры. И пока машина едет, чурки вываливаются. Вот поставил себе чурочку. Чуть-чуть остыну, посижу. Ну, в принципе, оделся, ребят, по легкому. Снял уже бушлат этот зимний, здоровый. Как медведь ходишь, неудобно в нем. Одел горочку флисовую. Там термобелье и тельняшечка. Ну и все как-то. Что-то он какие-то тучи. Пошел град или снег. Ну, короче, ребят, все, валиваю. Прошел где-то около 2,5 километра, наверное. Где-то еще вот в этом районе мне еще топать. Ну, сегодня хочу, ребятки, если все получится, пройти около 20 и более километра и пробовать ловить харюза. Так что, ребят, погнали. Лыжи, ребят, на плечах вообще неудобно нести. Вспомнил, что в рюкзачке есть веревочка. Сейчас завяжу лыжи и местами можно их тащить. Раз. И можно будет тащить их. Так намного будет удобнее, в принципе. Сейчас завяжем. И все. Погнали. Встретились, ребята, лесники, выезжали сейчас с лесом. Поинтересовался, как река. Вроде говорят, что поднялась, а так вроде как будто бы стоит. Хрен знает. Так что, ребят, будем смотреть, будем пробовать. Вот по дороге встречаются вот такие ручьи, болото. Вот надо, ребят, перекур. Но уже осталось километр, наверное, до реки, и все будет ясно. Дурак я или не дурак. Или пятница 13 или не 13. Сейчас был затяжной подъем, такого километра, наверное, очень тяжелый. Фух, я спотел, придется надо что-то подраздеть, наверное, хотя не знаю. И сейчас вниз будет такой жесткий, ребята, спуск. И там местами открыто, грязь, и лыжи не потащишь так. Все равно приходится на плече нести. Вот такие, ребят, пока дела. Стою сейчас на вырубе, поднял очень много рябчиков. И вон вижу, заезжает буханочка. Очередные лесорубы. Ага, вон, да, едет. Потихоньку. Друзья, дошел до дислокации лесорубов. Вот так примерно это выглядит все. Техника слышно, вон там работает, пилы пилят. Ну, структуры, мать его, ребят. Республика Коми богата лесом. Наши края. Ну вот, деньги. Никуда от этого не деться, ребят. Ну, что потом поделаешь. И пользуюсь моментом, иду по ихней дороге. А так все это на лыжах, в принципе, пришлось бы идти. Ладно, иду дальше. Они здесь, а мне еще дальше. Ребятки, сколько косачей сидит. Труба вон, целая пачка. Вон. Там за деревьями еще бороздились. О, пошел один. Там пошел. Пошли, родные. Полетели, ух. Один сидит, а нет, пошел. Там еще один сидит. Он тоже ушел. Что, друзья, добрался до реки. Все, сейчас мне на лыжню. Вот лыжня всплыла наша с Григорьевичем.
еле видна. Погода плюсовая, не знаю, как будут лыжи себя показывать. В принципе, ребята, лыжи про паяльной лампы просмолил, были такие заусенцы у меня уже. Я, короче, ребят, их опалил, чтобы снег меньше забивался. Не знаю, как это будет показывать себя. Ну все. Ребята, вот тающие лунки рябчика. Вот они сейчас скрываются, видно хорошо. Лыжи, в принципе, ребят, нормально. Ночью был морозик небольшой. Лыжи хорошо содержат. Катят хорошо. Но река, ребят, в ужасном состоянии. Очень ужасном. Лед поднялся. Вот видно. Черная река. Короче, не знаю, ребят. Опасно за береги открыты местами. Короче, хрен знает. Сейчас 2 ямки было, я сразу их прошел, небольшие ямки. Там уже все открыто, вон, можно летний рыбачить. Там уже открыто тоже. Но вот здесь яма. Не знаю, попробуем спуститься, ребят. Хрен знает, что получится. Ну ладно, попробуем. Камеру, наверное, отключу, потому что неудобно будет. Короче, ребят, много воды сверху. Вода замерзла небольшой коркой. Ну, короче, по колено, по голяшку будет сапога воды на льду. Лед как бы есть. Сверху вода и корка льда. И не знаю, как потом быть, как заходить. То бишь, ну, не понимаешь, лед хороший, нехороший. Блин, вообще очково, конечно. Поперся тоже в такую даль, блин. Ой, блин, ну ладно, что, не знаю, как-то можно на лыжах попробовать зайти, что ли. Сейчас попробую на лыжах. Что-то, братцы, очково вообще. Прям, нет, походу рыбалки не будет, ребят. Рыбалки, ребят, походу не будет. Злодеи. Все хотят плотины себе настроить. На этой реке много бобра, много вообще. Стила река, ребят. Вон там уже все текет. С той стороны все текет уже. Ну, думал, ямы, ребят, хоть какие-то будут нормально, но нет. Много воды. То бишь есть лед, но воды на льду столько, что вот где-то вот так будет. Ну, это естественно, как куда ходить. И лед весь черный, непонятно, где можно, где нельзя. Работа не позволила мне приехать раньше. Ну, вырвался сюда, ребят. Здесь так красиво, тихо, классно вообще. Кайфанул. Кайфануть не получилось. Отловиться, закрыться, ребят. Все, короче, походу все. Ладно, что, сделаем костерок, попьем чайку, наверное, перекусим немного. 6 километров заходил. Хоть отдохнем. Хоть отдохнем, выходной все-таки. Для хорошего жара, ребята, отлично подойдет вот такая вещь. Сейчас наломаю. Вот она, сухая. В принципе, сушеная уже сама видно по себе сухая. Сейчас обломаю ее, и будет хворост. Ну все, друзья, площадку сделал, чтобы как бы не на снегу, потому что перемещаюсь на лыжах, а если лыжи снять, то провалюсь по пояс сразу. У нас снег будет стоять еще в лесах до середины мая, даже до конца, это как минимум, даже иной раз в июне идешь, и в тайге еще где-то, где ручьи, еще лед, снег стоит. Для рожика использую кору, ребят, березовую. В нашем регионе это незаменимая вещь.
У многих печное отопление, у всех бани. И топим, разжигаем только корой. Отлично горит. В тайге ее найти легко. Сейчас кору положим. По весне ее, ребят, заготавливают. В принципе, в этом году тоже пойду заготавливать ее. Заготавливают ее в мешки и уже баню разжигают спокойно, легко. Все это быстро делается. Вот видите, кора, как говорит, черный дым идет из нее. Кому-то может интересно, я знаю, что многие знают, но так, на всякий случай. Просто есть пацаны из Германии, из Англии. Рыбалка и жизнь совсем другая. Все, сейчас ложим, ребят, вот этот хлорос. Будет огонь. Ну вот, друзья, в течение минуты просто отличное пламя, отличный костер. Просто можно обсушиться, допустим, если попал под дождь. Быстро, вот он, ребят, с ростом меня уже видно. Даже, наверное, выше. И сверху сейчас можно накидывать крупные уже деревья, и уже будет полноценный хороший костер. А так очень быстро, вот в плане обсушки, обогрева, перекуса там, вот, пожалуйста. Немного протоптался, ребят, вот так, чтобы площадку сделать. Лыжи положил, это будет как сиденье, как стол. Сейчас немного веточки уберу, и будет все шикарно. А кострище вот жесткое прет. Попьем чайку, ребятки, немного. Жидкости потерял организм, надо чуть-чуть добавить. Кстати, пользуюсь термосом вот этим, который подбачил мне Саня. Ну как подбачил, я его выиграл на ивоном конкурсе. Отличный термос, мне очень нравится. Выдержка реально идеальная. Немного, друзья, перекусим. А для мужика нужно что на рыбалке? Согласен, ребята. Это сало. Сало покупное, ребят, с Зеленецка, кстати, нашего производства. Вот такой шматочек. Сейчас я его нарежу и пожарю, ребят, на костре. Будет как шашлычок. На рыбалку сало беру, ребят, всегда достаточно. В принципе, можно оставить птичкам, принести обратно домой. Вот такой шматочек, ребят. Пахнет вкусно. Сейчас нарежем. Мало ли, друзей встретишь на речке. Или еще кого-то. Чтобы сало было всегда вдоволь. А больше, в принципе, ничего на рыбалку и не берем. Сало там, колбасы немного там, допустим. Вот с мясом, ребят, все это порежем сейчас на дело. И пожарим. И будет у нас шашлычок. Вырубил веточку. Сейчас насадим, ребятки, немножко. Много не буду, потому что выходить еще 6 километров. Так перекушу, посижу, отдохну. Отличная погода, отличная тайга, красивое место. В таком месте, я думаю, почему бы и нет. Я думаю, достаточно мне этого хватит. Вот так выглядит аппетитно. Сейчас мы его пожарим. Установим. Пускай она жарится. Воткнем.
Вот так огонь пускай жарится. Как же сало, ребят, без лука? Лук — это тема, это здоровье. Маленькую головку взял, но полголовки мне хватит. Вот так. Можно вообще вот так есть клемма. Лук вообще, в принципе, нормальная тема. Реально. От кашля, от простуд. Все равно надо его. Что, друзья? Вот так наше сало выглядит. Мясо пожарилось. Шкварочки такие сделались. Вот так. Все это здорово, я думаю, будет. Как же сало, ребят, без черного хлеба. Точнее, это у меня не черный хлеб, это у меня финская лепешка, ребят. Таким образом она выглядит. Но мне, в принципе, нравится. Все, немного перекусил, друзья. Обед, грубо говоря, готов. Можно, в принципе, поднять себе немного настроения. А неудача, то, что не получилось у нас порыбачить, ребят, немножко согреть душу, так сказать, расслабиться. Ну, на рыбалке, ребят, не злоупотребляем. Беру, допустим, иной раз, не всегда, конечно, немножко коньячка там. Так, ребят, для настроения подымем бокальчик коньячка дешевого. Посидим, подумаем возле костра. Все, ребят, сворачиваю свой балаганчик, свой пикничок немного. С рыбалкой не получилось, есть дела домашние, есть чем заняться, в принципе, свой выходной. Завтра же опять же на работу, в командировку. Ребят, всем большой привет от меня. Знаете то, что, ребята, будь проще, человек тебе потянется. Вот это мои слова, потому что надо реально относиться к этой жизни, вот этой беспонтовой, проще. И будет все классно. А так, ребят, все, сворачиваюсь, засыпаю костерчик, шестерка еще на ножке. Ну и до дома, ребят. Включу сейчас телефончик под музычку и подпер. Все, ребят, Дрюня на связи. Все, не получилось порыбачить, но будем ждать жидкой воды, ребят. Я не знаю, когда это все будет происходить. Сейчас, походу, будет большое затишье. Возможно, на канале, возможно, у меня что-то где-то. Ну, как-то что-то можно будет еще снимать, я не знаю. Так, в любом случае, буду на связь выходить. Так, ребят, всем удачи, всем пока. Хорошего настроения. У меня настроение поднялось. Коньячка, наверное. Ладно, не будем переживать. Ну, не получилось. Ладно, что, ну, такая рыбалка, ребят. Ну, затянул я. Недельку надо было пораньше вырваться. Ну, не было возможности, реально. И маханул сюда. Почему? Можно было съездить поближе, а маханул сюда, потому что ну, здесь как-то здесь классно. Просто реально классно. Все, ребят, на связи. Увидимся на рыбалочке. Друзья, всем привет! Раннее утро, 6 час. Классное место здесь, деревня Пустошь, ребята, старая церковь, правда без крестов. Кресты кто-то своровал, наверное. Здесь мне постоянно нравится пейзаж, потому что здесь деревня Вадов видится, село Вочи, и здесь поселок Первомайский. Сейчас выйду вообще на гору такую классную, и, короче, это плывем. Сегодня, ребятки, на рыбалку закрываться надо. Плывем на большую выселку. Там где-то Женька промахнулись немного, он уехал дальше. Сейчас где-то будем перехватываться на лыжи. В принципе, Наст с утреца подмерзшо все. Ну, короче, налегке. Быстренько сейчас погоним. Все, ребят, в путь. Ну, друзья, покатаемся маленько. Погнали, ребятки! Вот так, ребят, катаются маленько на рыбалке. Ну, по Насту, ребят. С одной стороны хорошо, но с другой стороны полом лыжам. Потому что ну, носит ты как однозначную бумагу. Вперед! Женька уже на километр дальше отошел. Надо догонять. Погнали. Ребят. Идем как по асфальту.
Нас просто шикарно вообще. Лыжи замотал. И топаем. Вот таким образом. Нормально. Огонь вообще, друзья. Идем. Протопали около 4 километров. Вот видно. Рыбачки тоже тормознулись. Интересный такой агрегат. Самодельный. Самопальный. Лыжи железные. Прикольно. Сейчас на речку, друзья, вот. Дошли до реки. Река в таком плохом состоянии. Видно вот течение уже. Да, беда. Попробуем перейти. Тут уже открыто все. Давай, Женя, перепрыгивай. Оп. О, провалился тоже, слышишь? Лисичка покушала. Дальше, ребят, топаем. Перешли речку и идем по другому берегу. Я говорю, бураница отличная просто. Ну что, друзья, добрались до реки. Речка в таком состоянии. Местные рыбачки были уже. Поставил жерличку, взял уже сал пацанов. Поставил жерлички, короче. 4 штучки поставил вот так. Сейчас будем пробовать. Что-то рыбалить. Что-то пробовать. Домой. Вот так отловились. Килограмма 2, наверное, мелочи. Кот будет соседский доволен. Использовал, ребятки, прикормочку. Клево, кстати, не знаю, может повлияло, но в принципе хорошо поработала. Вот свой кормачок забодяживал. Собираюсь домой, все, сезон, ребят, закрыли. Жерлички не сработали. Короче, собираемся и выдвигаемся потихоньку. Вот такие переломы льда уже, ребят. Вот здесь сидели, пошла вода уже. Я вот здесь сидел и
Короче, все перемещался, вода все идет и идет. Короче, собираемся, ребятки, и выдвигаемся. Так, друзья, ну, по берегу перешел, сейчас основное перейти речку без происшествий, чтобы нормально все было. Ой, господа, тонем. Да, за береги уже хорош. 15 апреля, ребят, закрываю сезон свой рыболовный. Вот так. Здесь перекат. И сейчас вот самое главное пройти вот по той стороне. Тут ребят вот выходили, накидали. А так вот, ребят, открыто уже все. Полностью все черное. Одна бураница по реке еще не растаяла. Так, ну тут по веткам, я думаю, проще. Ух ты. Лыжи все равно как-никак спасают. Не видать, наверное. Лисичка гуляет, сестричка. Вон за кустиками пошла. Сейчас, может, видно будет. За кустов выйдет. Вот она гуляет, топает. Зума нету, ребят, на телефон снимаю. Так что вот так. Ну, вот, третью лесу сегодня вижу уже. Ну что, друзья, вот и закончился зимний сезон, можно так сказать. У меня сейчас еще 5 на ножке. Вот такая двухдневная рыбалка, ребят, получилась. Прогулка, просто душевная прогулка, ребят. Ну, на лыжах много приходится ходить. С одной стороны, это хорошо, ребят. Движение — это жизнь, как все знают. Сезон зимний, ребят, не совсем важно, я бы сказал. Получилось как, что вот рыба в декабре-феврале лучше ловилась, чем вот, допустим, все думали, что все, последний лед, а февраль это глухозимье, хотя наоборот, все, рыба ловилась лучше, чем вот, допустим, сейчас на последний лед. Ну и с работы, ребят, много не получалось. А так все, будем готовить летние снасти, ребят. Уже увидимся, ребятки, на летней рыбалочке. Так что, ребят, Заново жить научи, заново bitch. 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 Заново жить.